Более 1000 отдыхающих на пляже за неделю и одна спасенная жизнь. Купальный сезон в самом разгаре. Комиссия проверяет безопасность населения в местах массового отдыха. Более 10 тонн продукции ежедневно, и это не предел. Мясокомбинат «Башкирские колбасы» планирует наращивание производственных мощностей. Приобщиться к высокому искусству бесплатно. Знаменитый ансамбль танца имени Фази Гаскарова даст в Сибае благотворительный концерт. Теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей. В студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Нынешний год для республики стал аномальным в погодном плане. Из-за дождей и переувлажнения почвы в 13 районах Башкортостана продлен режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее, после середины июля погода наконец-то радует нас жаркими деньками. Только за минувшую неделю на территории городского пляжа реки Туяляс отдохнуло свыше 1200 человек. В связи с этим встает вопрос о безопасности населения в местах массового отдыха. На днях городской комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности был проведен рейд по водным объектам. Евдокия Титаренко продолжит тему. Вторая половина июля более-менее радует горожан летней погодой. В жаркие дни многие сибайцы предпочитают выезжать на самое популярное место отдыха – берег реки Туяляс. Это ближайший к городу водоем. На пляже созданы все условия для массового отдыха. Оборудована граница заплыва, установлены столбы вокруг территории, шлагбаум при въезде в прибрежную зону, информационные стенды по правилам безопасности на воде, таблицы с указанием мест для купания. По словам членов комиссии по чрезвычайным ситуациям, с начала летнего сезона утонувших на территории городского пляжа не зафиксированы. Наша задача проверить, во-первых, работу спасательного поста, как организована работа, во-вторых, по части Министерства природопользования мойка машин запрещена, все знают об этом. И как производится очистка территории пляжа и, в общем, по водному объекту. С недавних пор у нас здесь организован прокат катамаранов, предусмотрены спасательные жилеты, и выход на акваторию пляжа, ограничен буйками. То, что касается акватории пляжа городского, тоже место купания детей тоже обозначено буйками, место купания для взрослых также обозначено. Людей сегодня много, температура воздуха достигает сегодня 28-29 градусов. С началом купального сезона на городском пляже с 11 утра и до 9 вечера дежурят 4 матроса-спасателя и 2 медработника. В первую очередь под их пристальным вниманием находятся дети. Как показал профилактический рейд комиссии, их у реки немало. Что же касается взрослых, то, по словам специалистов, в нынешнем году наблюдается культурный рост населения. Значительно уменьшилось количество пьяных отдыхающих и тех, кто незаконно въезжает на автомобиле на территорию пляжа. Тем не менее, буквально на прошлой неделе спасатели вызволили из воды тонущую женщину, которая, находясь в нетрезвом состоянии, не рассчитала свои силы. Комиссия же напоминает, купание в неположенных местах, а также нахождение на пляже в состоянии алкогольного опьянения влечет за собой наложение административного штрафа. Подобные рейды будут проводиться регулярно. Евдокия Титаренко, Олег Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И в продолжении темы безопасности. Накануне в городе Давлеканово водитель грузовика насмерть сбил 4-летнего мальчика. Авария с участием ребенка накануне вечером произошла и в Сибае. Благо без летального исхода. Но 2-летний малыш сейчас находится в травматологическом отделении Центральной городской больницы. Сотрудники ГИБДД призывают водителей и родителей быть предельно внимательными. 24 числа в 10 часов вечера на улице Чайковская, 2 несовершеннолетний ребенок 2015 года рождения выбежал на проезжую часть дороги в неустановленном месте в темное время суток без светоотражающих приспособлений и тем более находился на проезжей части без сопровождающих, без взрослых, без родителей, без совершеннолетних лиц. В результате чего ребенок попал под колеса проезжающей мимо автомашины. После полученных телесных повреждений был доставлен в ЦГБ города Сибай с переломом ребер и черепно-мозговой травмой. ГИБДД города Сибай хотела обратиться ко всем родителям, взрослым, сопровождающих детей, чтобы не оставлять детей без присмотра, тем более в темное время суток, и используя на верхней одежде светоотражающие приспособления.
Сегодня общественность города простилась с одним из уважаемых жителей Сибая. На 87-м году из жизни ушла заслуженный учитель БАССР, отличник народного просвещения России, делегат Всесоюзного и Республиканского съездов учителей, ветеран педагогического труда Анна Павловна Тарасова. Прощание с Анной Павловной Тарасовой состоялось в ее родном дворе в Сибая, где она прожила многие годы. Отдать дань уважения и проститься с ветераном педагогического труда пришли многочисленные горожане, ее коллеги, ученики, друзья, соседи. Я с Анной Павловной работала 52 года. Из них 14 лет непосредственно под ее руководством. Сначала учителем географии, затем заместителем директора по учебно-воспитательной работе. А потом, когда мы работали в разных школах, она продолжала поддерживать, помогать и была наставником многих учителей города, многих директоров города. Вот сегодня собралось очень много народа, те, которые чтут ее память, и светлая память о ней останется в душах многих людей, бывших учеников, бывших учителей, нынешних ее коллег по труду. Светлая память, Анна Павловна. Анну Павловну можно по праву назвать человеком, чьим призванием в жизни было просвещение. Она более 50 лет преподавала в школе, 38 лет являлась бессменным руководителем школы номер 4. За добросовестный многолетний труд Анна Тарасова была награждена медалями за доблестный труд в Великой Отечественной войне, ветеран труда, знаками отличник народного просвещения БАССР, победитель социалистического соревнования, почетными грамотами Министерства просвещения СССР и БАССР. Светлая память о настоящем учителе, яркой личности, внесшей значимый вклад в развитие образования Сибая, будет жить в сердцах земляков вечно. К другим новостям. Сегодня, 25 июля, День памяти актера, поэта и певца Владимира Высоцкого. Его творческая жизнь – это более 600 песен и стихов, 20 ролей в театре и около 30 ролей в кино. Популярность Владимира Высоцкого по-прежнему высока, а фильмы с его участием всегда находят место в телевизионной сетке телеканалов. Самые популярные картины с Высоцким – это «Стрепуха», «Короткие встречи», «Служили два товарища», «Вертикаль» и нестареющий фильм «Братьев Вайнеров». Место встречи изменить нельзя. День памяти Владимира Высоцкого отмечается 25 июля. Именно в этот день, в 1980 году, перестало биться сердце знаменитого автора, певца и актера. Он родился в 1938, но был человеком 21 века, говорят его друзья и коллеги. Те, кто жил и творил с ним в одно время. В этот день в память о певце и поэте они собираются и читают стихи, делятся рассказами, впечатлениями, которые остались навсегда. Свои первые песни Высоцкий начал писать в начале 60-х. Его творчество сразу полюбилось обычному человеку. Полноводная река народной любви к Владимиру Высоцкому не иссякает и сегодня. Он был одаренным актером театра и кино. Но признание и народную любовь приобрел благодаря песням собственного сочинения. Его магнитофонные записи звучали на территории всего СССР, из каждого окна. Слова песен, трагических и шутливых, находили отклик в душе каждого человека. Уже завтра, 26 июля, в 18 часов, в Доме молодежи «Мир» пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого. Приглашаются все желающие. Половина текущего года позади. Многое уже сделано, многое еще предстоит. В 2017 году в Башкортостане запланировано отремонтировать 1202 многоквартирных дома. На сегодняшний день в 315 домах капремонт завершен. Более чем в 500 домах идут работы согласно графику. По данным регионального оператора, по итогам первого полугодия показатель собираемости взносов составил 90,9%. Как обстоят дела с капремонтом в Сибае, в репортаже наших корреспондентов. В Сибае много домов, возраст которых насчитывает более 50 лет. Такие объекты имеют не только изношенный внешний вид, но и старую систему отопления, водоснабжения, проблемную кровлю. В городе с 2014 по 2016 годы было отремонтировано 42 многоквартирных дома. В большинстве случаев произведен капитальный ремонт кровли или системы отопления. С 2016 года в перечень работ включена замена лифтового оборудования. На 2017 год у нас запланировано отремонтировать 15 домов. Дополнительно нам дали еще денег на 2 дома. Вот Островского 2, Гаражная 2. Гаражная 2 – это в Туялясе. Это значит ремонт крыши и ремонт фасада. Из этих 17 домов на сегодняшнюю дату в 8 домах уже ремонт закончен, в 2 домах не начат. Это Индустриальная 12, это замена лифтового оборудования. На сегодня идет на стадии подписания контракта. В
второй дом пока из-за отсутствия денежных средств у подрядчика, но он как бы материалы закупает. В 7 домах ремонты идут. Как известно, капитальный ремонт производится за счет взносов собственников помещений и местных муниципальных бюджетов. Минимальный взнос, размер которого утверждается правительством региона, формирует так называемый общий котел – средства, которые идут на оплату ремонта того или иного многоквартирного дома. Однако, как отмечают специалисты, в данное время наблюдается очень плохая собираемость по взносам. У нас процент сбора упал. Если раньше был 90-93%, то на сегодня уже у нас процент сбора составил 83%. Это отрицательно влияет на работу подрядчиков, поэтому хотелось бы обратиться к гражданам, чтобы за капремонт оплачивали своевременно. Это все-таки наши будущие вложения. На 2018 год мы запланировали порядка с 15 домов также, поэтому при наличии денежных средств мы получим капитальный ремонт и на следующие года. На период с 2017 по 2019 годы в Сибае запланировано отремонтировать 46 многоквартирных домов на общую сумму 139 миллионов 800 тысяч рублей. Насколько сбудутся эти планы, в первую очередь зависит от добросовестности каждого собственника квартиры. С должниками региональный оператор проводит работу по принудительному взысканию долгов. Так, в этом году по республике через суд уже было взыскано свыше 14 миллионов рублей. Лена Кириллова, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Мясоперерабатывающая промышленность является одной из ключевых отраслей экономики Башкортостана, что обеспечено высоким уровнем развития сельского хозяйства в республике. В Сибае эту нишу занимает мясокомбинат «Башкирские колбасы», основанный в 2010 году. Сегодня ассортимент продукции предприятия насчитывает порядка 140 позиций. На производстве трудится 160 человек. В день выпускается более 10 тонн продукции, а руководство фирмы намечает перспективы дальнейшего роста. Подробнее в сюжете Рената Музафарова. Сибайский мясокомбинат, носящий гордое статусное название «Башкирские колбасы», выступает на рынке мясоперерабатывающей промышленности всего 7 лет. Однако, несмотря на короткий срок своего существования, предприятие уже смогло заявить о себе и добиться устойчивых показателей потребительского спроса. Широкий ассортимент изделий представлен на прилавках Уфы, Челябинска, Перми и Казахстана. Мясокомбинат является постоянным участником Уфимской выставки пищевой продукции. Конкурируя с такими крупными компаниями мясоперерабатывающей промышленности, как УМКК, Фабрика качества, Сава, Таврия и другие, продукция сибайской фирмы регулярно показывает высокие результаты. Экспертное признание и растущий спрос на мясную продукцию вынуждает молодую компанию ежегодно увеличивать объемы производства. 30-кратный рост за 7 лет своего существования. У нас и в основном задействована вся Башкирия, Екатеринбург, Челябинская область. Потом у нас идет Пермь, колбаса, деликатесы тоже хорошо забирают. В день где-то делаем около 12-14 тонн. Вообще, у нас мясокомбинат выпускает около 180 наименований. Туда же входят всякие деликатесы и колбасы, и высшие сорта, и дешевые сорта. То есть для разного потребителя. Докторская молочная у нас на российском конкурсе, по-моему, заняла первое место. На выставках выделяют преимущественно колбасы докторская, краковская, московская, сосиски молочные, колбаски охотничьи. Поощряются органолептические качества продукции. Так эксперты выделяют следующие критерии оценки. Это плотность, кусаемость, аромат и вкус. На производстве строгое соответствие стандартам по каждому озвученному показателю выявляется в рамках ежедневной утренней дегустации. Руководство и коллектив должны знать, какую продукцию выпускают на прилавке. Я не завтракаю, допустим. Я знаю, что утром будет дегустация, я не завтракаю, потому что это очень много. Пробовать, представляете, да, 60 позиций, пробовать. Это все надо распробовать. Контроль качества у нас осуществляется каждый день. То есть за качеством продукции мы следим. У нас все оборудование у нас импортное, все идет за рубежа, все мясо у нас российское. Стараемся работать по ГОСТу. Продукцию мясокомбината, делятся специалисты предприятия, неизменно выбирают их родственники и знакомые. Именно это обстоятельство лучше всего характеризует их профессиональное кредо – работать так, чтобы не было стыдно перед близкими, перед остальными потребителями, перед руководством фирмы. Недавно выпустили мы сервелат сибайский, в принципе, ее все любят, эту колбасу, даже у меня знакомые покупают ее и отправляют в другие города, всем она нравится. Есть московская, у нас вкусная тоже, копченка.
Ну, рецептурами у нас занимается непосредственно наш директор производства, это Янбеков Раиль Мухтасипович. Он все делает, все придумывает. В планах предприятия увеличение производственных площадей с целью расширения ассортимента и объемов мясной продукции. В их числе выпуск качественных и вкусных полуфабрикатов, пельменей, котлет, голубцов и блинов с разной начинкой. По мнению руководства, это отвечает возросшему ритму жизни современного обывателя, которому зачастую не хватает времени на готовку. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И последнее. Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова, знаменитый не только в нашей стране, но и во всем мире, в скором времени побывает с гастролями в Сибае. В ближайшую пятницу на центральной площади города состоится благотворительный концерт в рамках нового проекта «Таинственное мерцание озера Культубан». В год экологии Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова инициировал проект, который акцентирует внимание на защиту природы, в частности на охрану водоемов республики. В репертуаре ансамбля долгое время находится один из самых знаменитых и красивых танцев, который берет свое начало из легенды башкирского народа. В ней рассказывается о судьбе 7 девушек, которые, убегая от казахов, зашли в озеро и исчезли в водах Культубана навсегда. Именно поэтому было решено сделать проект, призывающий людей к чистоте и к бережному обращению с природой, а также провести съемки на этом озере, чтобы вновь напомнить о легенде. В год экологии в Республике Башкортостан и в Российской Федерации Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова подготовил творческий проект «Таинственное мерцание озера Культубан». В репертуаре нашего ансамбля уже много лет есть танец легенды, связанный с этим озером Культубан, и мы решили назвать так и наш проект. Таким образом, озеро Культубан, расположенное в Баймакском районе, это не только значимый объект природного наследия, но и объект историко-культурного наследия республики. За последние годы ансамбль народного танца побывал во Франции, Италии, Испании, Швейцарии, Германии, Турции, Великобритании и в странах Юго-Восточной Азии. Знаменитый коллектив – неизменный участник региональных культурных программ и событий федерального масштаба. В то же время артисты находят время гастролировать и по городам родной республики. Теперь жители и гости окрестностей озера Культубан смогут насладиться их творчеством. В конце этой недели в Заурале пройдет серия благотворительных концертов гаскаровцев, и начнется она в Сибае вечером 28 июля на центральной площади нашего города. Александра Половнева, Антон Шерстнев, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Такими были новости вторника. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. В студии работала Наиля Ахмеджина. Удачи, до встречи в эфире.